В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса были обсуждены в ходе встречи в Москве премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы правительства. С абхазской стороны на встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Амиран Какалия, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба. Как отметил Дмитрий Патрушев, торгово-экономические связи между Россией и Абхазией укрепляются, а аграрные ведомства стран тесно сотрудничают на протяжении многих лет. Как было подчеркнуто на встрече, за 10 месяцев текущего года сельскохозяйственный товарооборот сохранился на уровне аналогичного периода 2017 года. В рамках встречи также обсуждались вопросы обеспечения фитосанитарного благополучия на территории Абхазии по коричнево-мраморному клопу, а также возможности улучшения фитосанитарного контроля в республике. По итогам мероприятия стороны договорились продолжить взаимодействие по указанным и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Курсантам, успешно окончившим процесс обучения в учебном центре МВД Республики Абхазия, присвоены первичные специальные звания среднего начальствующего состава – младший лейтенант и лейтенант милиции. В торжественной обстановке первые офицерские погоны молодым коллегам вручил министр внутренних дел Гарри Аршба. После окончания учебного центра МВД молодые офицеры будут распределены для дальнейшего несения службы в городские управления и районные отделы внутренних дел республики. Обращаясь к выпускникам, Гарри Аршба отметил, что каждый офицер с первого дня своей службы призван охранять общественный порядок, защищать общество и государство от возможных преступных посягательств. Ведь милицейская служба не просто выбор определенного рода деятельности, но и смысл всей дальнейшей жизни. Я вас еще раз поздравляю с этим праздником, потому что это большое высокое звание носить форму и выполнять ту задачу, которую на сегодняшний день ставит руководство МВД и ставит руководство республики. В Абхазии участились случаи нападения шакалов на людей. Так, в Очимчирском районе за последнюю неделю от укусов зверей пострадали 2 человека. Как исключить нападение зверей на людей и какие меры намерены предпринять специалисты-охотоведы, расскажет Алика Трапш. В начале текущей недели в центре города Очимчира по улице Чанба одна из учениц школы-интерната подверглась нападению шакала. Зверь укусил девочку за руку и ногу. На крики о помощи к пострадавшей прибежал местный житель, который и сумел отогнать шакала. Школьницу сразу же отвезли в республиканскую больницу, где ей оказали необходимую медпомощь. Здесь рядом с городом, за городом, в этом 9-м районе у нас мусорная свалка. В основном они там. И еще в Очимчире было население 34 тысячи, сегодня 4 тысячи. Вот 33 тысячи вот эти дома пустуют. Лесом заросло. Еще один случай нападения шакала на людей произошел 2 дня назад в селе Илор. На сей раз зверь напал на 18-летнего юношу, который вечером пешком возвращался домой. Шакал укусил молодого человека за колено и руку, но ему удалось вырваться и задушить зверя. Пострадавшему сделали прививку от бешенства. Подобные случаи нападения диких животных на людей в Очимчирском районе были зафиксированы и в предыдущие годы. Вот такие случаи были в 2016 году. Вопрос в администрации, нам выделили 1 миллион денег, оно эффект дало. До 1700 шакалов были убиты и 44 волков. Я думаю, что если еще раз возобновим, это даст эффект. А мы собираемся, администрация, сейчас у нас вчера было совещание за это, собираемся там выходить, поохотиться. По словам специалистов, за последние 5 лет популяция шакалов по всей республике увеличилась в разы. Очень часто они выходят на республиканскую трассу и даже были замечены в микрорайонах столицы. Председатель общества рыболовов и охотников Абхазии Хаджират Квициня считает необходимым возобновить государственную программу по отстрелу шакалов. Помимо сельской местности он добрался уже и до городов. И в новом районе у нас даже уже у мусорных контейнеров они добывают себе пищу. От 2 мне удалось добыть. Но этого крайне недостаточно. 3 года назад и 2 раза были выделены денежные средства правительством Очимчирскому району. Людям выдавали за шакала 500 рублей,
За добытого волка 1000 рублей. Весьма эффективная программа проходила. Надо эту премию восстановить обязательно. Люди, которые не занимаются ничем в сельской местности, не работают и так далее, они активно отстреливали. Как уверяют специалисты, уменьшение численности шакалов не только исключит их нападение на людей, но и сократит случаи заболевания бешенством домашних животных. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Ачамчирской центральной районной больнице после ремонта открыт противотуберкулезный амбулаторный пункт. Ремонт помещения и приобретение необходимого оборудования и мебели осуществлены в рамках проекта «Горизонты», реализуемого программой развития ООН в партнерстве с общественной организацией АМРО-2014. В пункте созданы все условия для амбулаторного лечения пациентов, болеющих различными видами туберкулеза. В настоящее время во всех районах Абхазии работают 8 противотуберкулезных амбулаторных пунктов. ПРООН также планирует до конца декабря завершить ремонт и оснащение противотуберкулезного пункта в Гудауте. Сюда могут обратиться те пациенты, которые есть подозрения на легочное заболевание, с кашлем, с температурой, с жалобами бронхолегочной системы. Здесь есть доктор, медсестра, которые могут скоординировать, на каком-то этапе дообследовать, произвести сбор мокроты, если это нужно, есть показания. Также направить для дальнейшего лечения дообследования протуберкулезный диспансер в Гулерепше. В этот амбулаторный пункт месяц-два раза выезжают врачи протуберкулезного диспансера, которые производят систему курации, то есть наблюдение, обследование тех пациентов, которые здесь находятся, наблюдаются, и те же амбулаторные пациенты, которые могут обратиться на стадии дообследования. Круглый стол под названием «Абхазия. Завтрашний день» прошел сегодня в столице. По словам организаторов встречи, ее цель не критика и поиск виновных, а объединение народа путем создания новой организации. Нала Ковы продолжит тему. По словам одного из организаторов круглого стола Тенгиза Джопуа, в стране назрела острая необходимость создания организации, целью которой стало бы объединение именно людей, а не каких-либо политических организаций, общественных движений, а также создание так называемой дорожной карты вывода страны из кризиса сроком на 5 лет, содержащей ключевые меры по реформированию политической системы страны. Мы уже последние 25 лет, может быть 10 лет, более активно, все время критикуем друг друга, ищем виноватого. А все проблемы, которые существуют в этой стране, мы так и не решили. Мы и виноватых не нашли, и проблем не решили. Мы вместе садимся и создаем дорожную карту вывода страны из кризиса сроком на 5 лет, содержащая ключевые меры по реформированию политической системы страны, правоохранительного блока и социально-экономической сферы. Среди задач новой организации Тенгиз Джопуа видит также стабилизацию общественно-политической и экономической ситуации в стране, укрепление существующих институтов, а также реформирование политической системы Абхазии. По словам депутата Народного собрания Алмаса Джапуа, необходимо объединить усилия и определить цели и задачи и конкретные шаги для их достижения. Первоочередным вопросом являются вопросы идеологии, где мы, мне кажется, многие из нас забыли, для чего вообще в принципе нам нужно это государство. То есть с какими целями и задачами люди, которые его построили. Мне кажется, сегодня вот эти аморфные фразы типа «мир во всем мире», «благо для народа», оно должно конкретизироваться в каких-то конкретных предложениях. То есть что мы хотим от завтрашнего дня. Общественный деятель Станислав Лакоба считает, что в процессе реформ в стране активное участие должна принимать молодежь. Основной машиной, которая может повести, так сказать, вперед этот процесс, это прежде всего молодые люди 30-50 лет, на которых, в общем-то, возлагают очень большие надежды. Молодые, которые способны творчески мыслить, реформировать общество, которые были бы чисты и порядочны. На встрече прозвучали различные мнения как об общественно-экономической ситуации в Абхазии, так и о путях ее дальнейшего развития. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.
В издательстве «Литературная республика» Московской городской организации Союза писателей России вышел сборник стихов абхазского поэта, журналиста, публициста, председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу «Родник бессмертия». Переводы стихотворений Вахтанга Абхазоу осуществлены известным русским поэтом и переводчиком Николаем Переяславом. По инициативе Московской городской организации Союза писателей России в конференц-зале Международного сообщества писательских союзов прошла презентация сборника с участием автора, известных писателей, литературоведов, критиков, общественных деятелей, представителей московской и абхазской диаспоры. Об этом сообщает Апснапресс. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью и утром дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 7-12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.